Я продолжаю писать карту дня на 2 октября, это у нас понедельник, и мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вы свой знак не услышали среди названных, тогда вам нужна первая часть. Ее найти очень легко. Под этим видео внизу я оставила ссылочку. Нажимайте, переходите, вы увидите первую часть. А я смотрю дальше. Весы. 2 октября. События дня. Что ждет весов в этот день? Смотрим весы. Что у вас? У кого в этот день день рождения, я вас поздравляю с днем рождения. Кто смотрит, может, так совпало. Сейчас посмотрим, что вам этот день приготовил. Колокольчик. Это пустые разговоры, болтовня с кем-то. Верность, лебедь. Ожидание. Может быть, ожидание каких-то действий от любимого человека. Лебедь часто показывает того, кого вы любите. Тайная встреча, свидание. Может быть, для вас тут какой-то сюрприз приготовили. Подарки. Смотрите, подарочек выпал. Разочарование, печаль, любовь. Ну, в личной жизни тоже все отлично, да, то есть второе событие показывает, что все хорошо. Вот, нашла я, почему это печаль, мне было непонятно. Все хорошие события, да, то есть и печаль. Ну вот, понятно, обман. Может быть, втайне от вас кто-то куда-то пойдет, да, то есть тайна иногда показывает тайное свидание, когда от вас втайне кто-то куда-то ходит, да, то есть и вы об этом узнаете. Так, значит, смотрим, что получается. Пустые разговоры, гармоничные отношения в паре, да, то есть доверие, любовь, подарки. Дальше ожидание, тайная встреча, а из минуса обман и разочарование в ком-то в этот день или в чем-то. Ну, то есть просто вот такие негативные эмоции всегда показывают колодец, глубокие. То есть что-то нас очень сильно трогает по этому событию. Ну, вот такая информация для вас. Понимаю, да, что тут вот есть такой нюансик. Ну, что показали, то я вам и рассказала. Может быть, вы, когда мы к этому готовы, да, то есть нас это не так сильно цепляет, когда мы уже знаем, что так может быть. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпиончики. 2 октября, скорпионы. События дня. Понедельник. Что ждет скорпионов в понедельник? Конфликт. Сразу же первое событие. Острый конфликт. Новость. Информация, новость. Может быть, в электронном виде. Деньги. Прибыль. У вас выпали деньги, и прибыль выпала. Ножницы, решение вопроса.
дорога, застолье, бокал, здесь не вижу. Значит, что выпало? Первое событие негативное, конфликт показывает, может быть, но опять же, да, то есть при желании можно избежать конфликта, то есть не вступать в какие-то перепалки, его не будет. Дальше будет получение информации, новости, будут финансовые поступления в этот день, дорога, застолье, решение вопроса и мешок с деньгами. Здесь опять же может быть еще, да, какие-то поступления, но могут быть и расходы, потому что мешок проигрывается и так, и так. Я не могу сказать вам точнее. Если сундук это всегда, да, идет плюсиком к нам, то мешок это может быть и минус. Ну, хорошо, если будет 2 плюсика. Сейчас, секундочку. Ну, в принципе, все я вам рассказала, показала. Ну, по мешку, да, только тут вопрос, плюс или минус. Ну, хорошо, если будет 2 плюсика. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Так, стрелец. 2 октября, понедельник, события дня. Первое событие, маска, обман. Тайна. Откроется какой-то секрет, тайна. Нерешенный вопрос. Скользкое дело. Любовь. И сейчас еще проверю периметр. Слезы. Ну, тут, в принципе, есть повод для слез. Рыба и обман. Да, то есть эти 2 события, они похожи по значению. Потому что в рыбе нас обманывают. Нам делают заманчивые предложения, но это и есть обман всегда. Поэтому надо быть осторожными. Деньги. Смотрите, слезы и деньги рядом ложатся. Ножницы. Решение вопроса. Кстати, очень хорошо. Есть цепь нерешенный вопрос, а ножницы показывают, что вы этот нерешенный вопрос решите. Угу. Так, а здесь нет. Значит, получается, в этот день у вас открываются какие-то тайны, нерешенные вопросы решаются по ножницам, все хорошо в личной жизни, любовь, какие-то события связаны с деньгами, и из минусов обман, скользкое дело, да, то есть это всегда какие-то манипуляции, махинации, когда вас втягивают куда-то через обман, и слезы. Так что, ну и тайна, возможно, смотрите, рядом с рыбой ложится тайна, то есть она может как бы показывать, что вы эту тайну раскроете. Да, вот то, что люди хотели скрыть, спрятать и обмануть вас, это будет открыто. Да, то есть, может быть, это вас разочарует, вы поймете, если это какие-то близкие люди, да, то есть приятели, то разочаруетесь в них, может быть, так как вариант. Но в любом случае вам надо быть начеку в понедельник. Благодарю за внимание, стрельцы, и я перехожу к козерожкам. Сейчас будем смотреть, что у козерогов. Козероги, 2 октября.
Будильник, первое событие показывает, что вам надо будет куда-то на определенное время успеть. Ссора, метла. Интимная связь, кровать. Победа. Ключик. Все в ваших руках. Сундук нельзя. Лебедь, верность. Цыпленок еще есть. Семья, дети. Так, значит, смотрим в этот день. Будильник вас предупреждает о том, что вы должны правильно рассчитывать время, чтобы никуда не опоздать. Какая-то будет проблема здесь со временем. Интимная связь может быть, ссора, победа. Все в ваших руках в этот день. То есть от вас все зависит. Да, будет или не будет победа, успеете или не успеете. Поэтому все зависит от вас. И также еще могут быть гармоничные отношения в паре и какие-то вот семейные встречи, прогулки и так далее. Да, то есть с детками может быть. Цыплята часто показывают, ну вот когда выпадает лебедь и цыпленок, да, то есть вы идете всей семьей куда-то отдыхаете, гуляете. Так что еще можете вечером хорошо провести время в семье, в кругу семьи. Ну вот такой день. То есть из предупреждения это ссора небольшая и время. Правильно рассчитываете. Благодарю за внимание. Козероги, перехожу к водолеям. Водолей. Второе октября, понедельник, события дня. Водолеи. Дорога, первое событие. Куда-то можете ехать в этот день. Друзья, общение, встреча. Ножницы, решение вопроса. Якорь. Ну, это остановка где-то надолго. Вместе с машиной еще может быть прибытие. Допустим, утром выехали, а приехали только вечером. Может так показывать. Замочек тайно может открыться. Угу. Так, и здесь нет. Значит, смотрим. Первое событие — поездка, общение с друзьями, решение вопроса. По якорю прибытие, остановка где-то, или можете где-то много провести времени в одном месте. И могут открыться какие-то тайны. Замок. Еще как вариант, знаете, как может быть замок? Замок — это закрытая дорога, да, то есть закрытая дверь, перекрытая. И якорь показывает, что из-за того, что что-то закрыто, вы долго ждете. Может быть, вот так еще можно прочитать. Ну, вот такая информация для вас.
Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Рыбки, 2 октября. Понедельник, рыбки, 2 октября. События дня. Успех, первое событие. Лавровый венок. Новость какая-то. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Удача. Змея. Общение со змеей. Якорь, остановка. Надолго. Деловой разговор. Здесь нет. Значит, смотрите, первое событие. Успех в работе, в делах. Событие, которое повторяется каждый месяц. Деловое общение. Новость. Удача, везение. Остановка где-то надолго. Скорее всего, вот 2-я половина дня. Да, то есть тут событий происходить не будет, потому что вы где-то будете находиться и ничего не будет происходить. И может быть еще общение со змеей. То есть это с человеком, с которым ну, не очень приятно общаться, да, потому что постоянно какие-то подколки в вашу сторону, да, то есть какие-то замечания, критика, так что вот может так быть. Иногда змея показывает просто человека по году рождения змея, да, то есть не всегда это кто-то, да, такой язва, поэтому может быть в вашем случае проиграется со знаком плюс. Ну, поживем увидим, да, как говорится. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.